При Полярье началось проведение профилактических рейдов по лесным массивам. Это связано с пожароопасным сезоном в Коми и безответственным отношением некоторых граждан к соблюдению противопожарных норм. Данная проблема особенно актуальна, когда приходит тепло и многие жители хотят отдохнуть на природе. Лето в этом году обещает быть жарким, а значит высока вероятность стихийных возгораний. Пожар может возникнуть из-за любой оплошности – брошенного непотушенного окурка или битого стекла, нагретого солнцем. Именно поэтому в Инте началась пора проведения профилактических рейдов. Группа в составе представителя Управления гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации округа, инспектора государственного пожарного надзора и специалисты противопожарной службы региона совершила осмотр основных крупных городских участков, которые из года в год являются местом пала травы. Теплая погода устоялась, большая температура повысилась. Дождей пока нет, к сожалению. И сухая растительность все накопится и в лесах, и на земельных участках и собственников, то есть на дачах. Ее нужно убирать своевременно. Разжигать открытый огонь в высокотемпературный режим нельзя. То есть мусор собрали, вывезли куда-нибудь, выбросили. Скажем так, нельзя ни в коем случае оставлять какие-либо стеклянные, например, бутылки, там, стекла, еще что-то. То есть из-за этого может произойти фокусировка лучей и, соответственно, возгорание сухой растительности. Сухая трава горит лучше, чем бумага даже. И перекидывается огонь очень быстро на деревья и на остальные какие-либо, например, строения деревянные, то есть бесхозные, а также и частные дома, не дай бог. Несмотря на проводимую информационную работу, бытует мнение, что если сжечь прошлогоднюю траву, то новая молоденькая растительность вырастет быстрее. На самом деле каждый акт поджога – это преступление против хрупкого мира природы. Это неправда. То есть новая трава вырастет так же, как она выросла бы, не сгорая. Нельзя этого делать, потому что нарушается в первую очередь у них там непосредственно плодородный слой, это уже биологические какие-то моменты, то есть экологические, то есть трава, она все равно вырастет, все будет хорошо. Могут просто пострадать животные какие-то, например, дикие, да, зайчата, еще кто-то, птички. Практически всегда палы травы происходят по вине человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. Нельзя не баловаться с огнем, особенно вот спички, всякие зажигалки. То есть, понятно, подросткам это интересно, но это, к сожалению, несет за собой ответственность, которая может лечь на плечи родителей, а также, не дай бог, уголовную ответственность, если кто-нибудь пострадает или сгорит какое-либо имущество с ущербом большим. В рамках рейда специалисты встретили группу школьников под руководством педагогов, вышедших в поход. Со взрослыми и детьми были проведены профилактические беседы и вручены памятки. И детям подробно рассказали об правилах безопасности, противопожарной безопасности. Да, то есть это не жечь траву, самое главное, да, потому что сейчас трава сухая, она горит очень хорошо, с учетом того, что еще ветер, да, искры летят в разные стороны, и как бы пожар может быть очень неконтролируемым. Вот, что нельзя жечь костры в местах, не оборудованных для этого. Вот. И также сказали детям, что нужно соблюдать чистоту в природе, потому что природа у нас одна, да, и любая выброшенная банка, бутылка может спровоцировать тот же самый пожар. Особое внимание специалисты акцентировали на том, что с 24 мая на территории всего региона введен особый противопожарный режим. В период его действия в лесах запрещено разведение костров, использование мангалов и другие варианты открытого огня. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности не маленькие, а в условиях противопожарного режима цифры увеличиваются в разы. Подобные рейды в течение всего летнего сезона будут проводиться специалистами регулярно.